Здравствуйте, ребята! Сегодня я хотел бы вас познакомить со своей профессией. Это профессия историка. Если сформулировать вкратце, в чем она заключается в изучении прошлого нашей страны, во-первых. Во-вторых, в изучении истории своего народа. В-третьих, в изучении истории своей семьи. То есть это родословие. Сама по себе история, многие ставят вообще под вопрос, является ли история наукой или нет. Так обычно говорят люди несведущие. Дело в том, что история, она вообще строится как наука на выяснение истины. И на исторических фактах, то есть на твердо установленных каких-то сведениях, которые тяжело или нельзя опровергнуть. И без этих фактов, без доказательств, без свидетельств каких-то, на которых можно строить какие-то определенные исторические положения, какие-то предположения, без этого ни о какой истории, как о науке, речи не идет. То есть это многочисленные, вы, наверное, видели на просторах YouTube огромное количество так называемых историков. Это так называемый folk history. Или книги, как было на самом деле, все это, конечно, далеко на самом деле от того, что такое история, от настоящей истории, как от науки. Что же такое, история как наука? Я уже сказал, то есть это выяснение определенной истины, как было на самом деле. То есть мы погружаемся в прошлые годы, в прошлые эпохи, мы пытаемся реконструировать жизнь как людей какой-то конкретной эпохи, какого-то конкретного общества, так и отдельных личностей. И на это, на чем мы, на какие способы мы используем? Мы опираемся прежде всего на работу в архиве. То есть существует архив, например, есть архив Ногайского района, есть и Центральный госархив Дагестана, и историки работают со старинными документами. Они соприкасаются с истиной, они делают открытие. Каким образом? То есть люди когда-то были, вы все знаете, документы писали, такой-то, такой-то, родился тогда-то, столько-то у него коров, овец, там-то живет, какие-то преступления были. И спустя 200-300 лет вы берете в руки эти документы, эти личные письма. Это вообще непередаваемое чувство. Вообще, когда в руках держишь старинный документ, по плотности напоминает чем-то обои, пожелтевшие, писали, вы помните, орешковыми чернилами, это непередаваемое чувство. Человека уже давно нет, а ты держишь в руках документ, который когда-то он написал. И на основании этого вы делаете какие-то выводы, делаете пометки, и вы должны, естественно, указать, где вы, в каком архиве нашли, какое это дело, вплоть до листа. И на основании этого вы работаете. Работаете, конечно, с материалами тех историков прошлых лет, которые уже делали исследования в этом направлении. Вы делаете критику, то есть критический анализ, вы работаете с воспоминаниями, вы работаете с музейными экспонатами, смотрите. Например, личные вещи или еще что-то. И, грубо говоря, история как наука или как профессия, она позволяет прикоснуться к прошлому, позволяет выяснить прошлое, какое оно было на самом деле. Естественно, когда говорят об профессии историка, обычно говорят, что зарплата маленькая, и работаешь где-то в школе, как, например, сейчас работаю я. Это действительно на самом деле так поначалу. Однако у меня коллеги есть, которые свидетельствуют, что зарплата со временем она растет. Кроме работы в школе, потом в соответствии, как вы защититесь, есть возможность работы в ВУЗе. И те люди, которые работают в ВУЗе, которые становятся учеными историками, они вообще, многие из них становятся политиками, занимают высокие посты. То есть, грубо говоря, не надо думать, что профессия историка, она, допустим, не позволяет пробиться. Напротив, эта работа – это определенный социальный лифт. То есть, благодаря этой работе можно продвинуться по определенной лестнице, можно вырасти. Не сразу,
Это не то, что, конечно, ты там работаешь на стройке, получаешь там 100 тысяч в месяц, ну, вместе с тем гробишь свое здоровье, да, и ты там делаешь какие-то вещи, там, да, например, физически достаточно тяжелые. Но с другой стороны, ты развиваешь, да, развиваешься как личность, растешь как ученый. Вот. Из плюсов этой профессии – это посещение научных мероприятий, которые чаще всего происходят в других регионах, в других странах даже зачастую. Ты знакомишься с разными людьми, да, ты входишь в такой узкий круг посвященных, которые не для всех, да, ты становишься с ними на одном уровне, ты выступаешь на телевидении, ты издаешь книги, то есть ты оставляешь свой след в истории сам. Ты из простой, обыкновенной, ординарной личности становишься неординарной личностью. Ты становишься тем, кого специально приглашают как эксперта. Да, и вот такая там научная степень, как кандидат исторических наук или доктор исторических наук, это, конечно, люди, обладающие престижем, это люди особые, совершенно особые. Для этого надо стараться, трудиться, но, как известно, никакая вещь просто так не дается. И вот хочу особенно заострить ваше внимание на такой области исторической науки, как ногоеведение. Ну, ногоеведение – это изучение ногайской истории, изучение истории нашего народа. В ногоеведении очень много белых пятен, то есть много лакун, да, тех областей, которые недостаточно изучены. Попросту, да, они только ждут своего исследователя. Невозможно одному человеку какому-то, да, полностью охватить. Нельзя объять необъятное, помните, Козьма Прутков говорил. Поэтому, да, и в области этнографии, то есть можете изучать быт людей, да, какие костюмы одевали, какие там танцы танцевали, какие были обычаи. Вы можете быть фольклористами, то есть вы можете собирать эпосы, да, народные, устное народное творчество, как наш замечательный Тахир Ажакаевич Акмамбет. Вот, кстати, хорошо, что я Ахмета Аминовича Ярлыкапова вспомнил. Этот яркий пример, как человек из Терекли-Мектеп села. Да, он стал кандидатом исторических наук, он и в МГИМО, да, и в Российской академии наук, да, посты занимал и занимает. Он посещает совершенно различные страны, да, на ведущих научных площадках, да, ведущие телеканалы приглашают его. Это вот пример, что может дать профессия историка. Вот. Чем хорошо быть ногоеведом? Меньше конкурентов, потому что мало кто изучает историю нагайцев, кроме своих нагайцев. Ну, есть, естественно, да, там Владимир Ильич Штрипалов, некоторые другие. Но так как, собственно говоря, да, ты сам происходишь из этого народа, ты куда сильнее, да, заинтересован в изучении. Меньше конкурентов, потому что численность нашего народа небольшая. А это означает, что легче будет пробиться, если меньше конкурентов. Кроме того, да, вот один из минусов, который, да, считается как минус, то, что у нагайцев нет своей собственной республики, хотя есть 2 района, а это в условиях Кавказа очень даже непросто добиться. Вот. Есть свой сетевой проект, да, то есть нагайцы живут и в Дагестане, и в Ставрополе, и в Астраханской области, откуда я родом, и в Карачаево-Черкесии. Да, и сейчас уже на севере, да, то есть везде в этих регионах нагайцы это определенное, да, какое-то место свое занимает, не последнее. И везде, во всех этих анклавах проживания нагайцев вы не будете чужими, а будете своими, вас будут принимать с распростертыми объятиями. У нагайцев сформировалась своя научная школа. На самом деле у нашего народа немало, да, несмотря на небольшое количество относительно, немалое количество ученых, спортсменов, деятелей искусства. Это говорит о том, что у нашего народа большой потенциал. Но сейчас самая главная проблема – это, да, то, что многие, к сожалению, молодые люди, когда пытаются выбрать себе профессию, они думают, что я вот пойду там в «Газпром», я пойду там нефтедобычу, я пойду там юристом, я пойду еще куда-то, еще куда-то. И в самую последнюю очередь они рассматривают как раз-таки, да, профессию историка, либо что-то связанное вообще с наукой, да, либо там с искусством. Но на самом деле, я же говорю, совершенно напрасно. Это один из серьезных научных лифтов, социальных лифтов, наука, да, либо там искусство, да, там, или писательская деятельность.
Вот, поэтому не стоит относиться с пренебрежением. Наоборот, без этого не будет у него какого народа будущего. Если не будет у него своих историков, ученых вообще, да, не будет, если писателей, не будет будущего народа. А народ вообще без своих ученых, он не имеет своего голоса в научном мире. То есть там, например, есть пример более многочисленных народов, чем нагайцы, да, ученых меньше, и, естественно, они как раз сетуют на то, что меньше не имеют туда такого престижа. Вот. Поэтому я всячески советую, это не для всех, конечно, это понятное дело, да, но советую более внимательно обратиться к этой профессии. Вот, и рад тому, что мне была предоставлена возможность выступить перед вами. Большое спасибо.